Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Сахателей, программа «Про авто 14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. В студии работает Антон Васильев. В следующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Как зарегистрировать автомашину, ввозимую из других стран. Световозвращающие элементы. Необходимость в условиях низкой видимости. Когда можно отправлять автомобиль на утилизацию. Как взаимодействуют сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит певец и телеведущий Аскалон Семенов. А в начале нашего выпуска предлагаем вам обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю. На автомобильных дорогах республики с 23 по 29 октября зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 3, травмировано 24, в том числе пострадало 2 несовершеннолетних. Так, 24 октября около 13 часов дня возле дома номер 138А по улице Лермонтова 37-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи, осмотрев, доставила в медучреждение водителя Toyota Vitz и 2 пассажиров автобуса. Водитель иномарки имеет водительский стаж 2010 года. Согласно проведенному освидетельствованию, он был трезв. В больнице ему диагностировали закрытый перелом ключицы и ушибы. Пассажиры 58 и 75 годов рождения получили телесные повреждения, им поставили диагноз автотравма. 27 октября, примерно в 12 часов дня, на дворовой территории дома 30/1 улицы Ярославского водитель автомобиля Toyota Carina, не выдержав боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, в результате чего совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota East. В ходе проверки выяснилось, что водитель Toyota Carina имеет признаки алкогольного опьянения. Далее, 28 октября в полночь в дежурную группу госавтоинспекции поступило сообщение, что возле дома номер 13/2 по улице Ярославского неустановленный водитель совершил наезд на заградительный столб, повредил его, оставив место ДТП. Инспекторами ДПС водитель был установлен, им оказался 30-летний мужчина на автомобиле Suzuki Swift. В ходе проверки выяснилось, что он имеет признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Мы напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права вождения на срок до 2 лет. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит тем же самым. За повторное совершение данного правонарушения грозит уже уголовная ответственность. 29 октября около 11:00 на 217 километре автодороги Колыма в Татинском районе 73-летний водитель автомашины Нива не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП сам водитель, а также его пассажирка, женщина 58 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Предварительно причинами ДТП стало несоответствие скорости конкретным условиям движения, при этом на передних колесах автомобиля были установлены летние шины. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливает следствие. Регистрация автомашины из других стран вызывает у автолюбителей некоторую неясность в связи с незнанием этой процедуры. Как правильно регистрировать автомашину из другой страны, мы узнаем в следующем сюжете. Процедуру таможенного оформления обязаны проходить все автомобили, купленные в других странах, будь то легковой или грузовой транспорт. Решить вопрос растаможивания можно 2 способами – самостоятельно и через таможенного брокера. В случае самостоятельного оформления необходимо обратиться лично в таможенный орган, заранее оплатив пошлины и сборы и подготовив пакет документов. Согласно федерального закона номером 283 о государственной регистрации транспортных средств Российской Федерации от 3 августа 2018 года, для регистрации автомобилей, ввозимых из других стран на территории Российской Федерации, требуются следующие документы. Это у нас документ, подтверждающий право собственности, таможенный переходный ордер, пассажирская таможенная декларация, либо же договор купли-продажи, договор дарения. Также необходим действующий электронный паспорт транспортного средства,
Для транспортных средств более 4 лет требуется диагностическая карта. Это у нас техосмотр обязательно. Необходим полис обязательного страхования ОСАГО. И также заявителю необходимо оплатить государственную пошлину и пройти осмотр транспортного средства в регистрационное подразделение в ГИБДД. При наличии всех документов и правильном их заполнении таможенное оформление займет примерно 1 день, хотя по закону на него отводится 72 часа. Иногда срок может быть продлен до 15 дней в предусмотренных законодательством случаях. Часто люди, старающиеся сэкономить на растаможивании, пытаются обойти правила процедуры и ездить на нерастаможенном автомобиле, что преследуется по закону. Также нередки случаи, когда автолюбители по незнанию допускают ошибки. Оба варианта требуют уплаты штрафов, а также могут послужить поводом для изъятия авто на территории страны. Кроме этого, за неуплаченную таможенную пошлину может последовать и уголовное наказание. Наверняка многие автолюбители наслышаны о том, что сотрудники ГИБДД проводят совместные рейды с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Само собой, работа на этом не завершается. А подробнее о том, какая же работа проводится в деталях, мы узнаем сегодня в разговоре с нашей гостьей Светланой Михайловной Григорьевой, судебным приставом-исполнителем отделения по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по городу Якутску УФССП России по Республике Саха-Якутия, старшим лейтенантом внутренней службы. Светлана Михайловна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в какой же срок должны быть оплачены задолженности? Наверное, самый главный вопрос, которым задаются автолюбители. Ну, в первую очередь, как вы знаете, все знают госуслуги, да? У каждого гражданина имеется личный кабинет ИПГУ в госуслугах. И в первую очередь уведомление о наличии штрафов с ГИБДД поступает именно в личный кабинет. И лучше, конечно, добровольно оплатить, когда непосредственно с ГИБДД получаете информацию. По истечении добровольного срока оплаты 60 дней уже орган направляет на принудительное исполнение, в орган принудительное исполнение. И при поступлении уже возбуждается исполнительное производство судебным приставом-исполнителем. И дается 5 дней добровольного срока с момента получения постановления о возбуждении исполнительного А что производства. происходит дальше, если должник не оплатил установленный срок в 5 дней? Во-первых, значит, по истечении добровольного срока направляются запросы в регистрирующие органы, в банки и иные кредитные организации, чтобы установить имущество должника, движимое, недвижимое имущество и денежные средства. Банк, если предоставляет о наличии открытых счетов у гражданина, то судебный пристав-исполнитель направляет обращение взыскания или арест счетов. Если же регистрирующие органы недвижимого и движимого имущества, это получается с ГИБДД по транспортному средству, то запрет регистрационных действий транспортного средства. А в случае недвижимым имуществом, то в регистрационную палату направляется запрет регистрационных действий. Зачастую еще бывают такие моменты. Что делать должнику в том случае, если исполнительное производство уже запущено, но при этом он оплатил штраф непосредственно ГИБДД? Ну, в этом случае гражданин обращается в службу судебных приставов, может предоставить квитанцию, либо же в личный кабинет ИПГУ, тот же самый, да, и очень быстро может направить информацию. Обрабатывается служба судебных приставов очень быстро, и исполнительное производство оканчивается в случае подтверждения оплаты. Зачастую бывает то, что граждане сталкиваются с следующей проблемой. Это невозможность продажи или оформления транспортного средства на себя в связи с запретом регистрационных действий. Что нужно делать в таком случае? Да, такие случаи бывают. В этом случае нужно в ГИБДД получить карточку ареста, карточку запрета, да, и там указывается, кто именно наложил запрет. Да. Если указан служба судебных приставов, указывается номер исполнительного производства, конкретно можно обратиться, по какому производству был вынесен запрет. И предоставить документы, подтверждающие отчуждение имущества, это ПТС, СОРКу, ДКП.
И да, проблема решается. В случае, если отчуждение произошло после возбуждения исполнительного производства, только обращаться в судебном порядке. Но бывают такие ситуации, когда гражданин 10-дневный срок не снял с учета транспортного средства, да, в этом случае, к сожалению, да, доказать невозможно, что собственник иное лицо, тогда в судебном порядке обращаются. Вот как раз-таки по запросу в ГИБДД. Как этот запрос должен формироваться? Как он делается? Карточку запрета. Ну, гражданин подходит в орган ГИБДД и может вот эту карточку запросить. Ну, то есть, Не допустим, отказывает. электронно эту услугу невозможно пока что получить. Электронно нет, к сожалению. Да. Понятно. Как проверить себя на наличие неоплаченных штрафов в режиме онлайн? Также через госуслуги можно проверить, через портал ФССП о наличии задолженности, имеющейся задолженности, и сразу же направляется информация. Ну, в течение 30 секунд можно получить уведомление. Вот в том случае, если наши телезрители, допустим, ну, вот, узнали то, что у них есть штрафы, как им лучше их будет закрыть? Каким способом? Также через госуслуги, личный кабинет, судебная задолженность открывается, и там вся задолженность указывается, и строчка «Оплатить», и сразу квитанция формируется. Также через банк данных исполнительных производств можно узнать о своей задолженности и также оплатить. Понятно. Благодарим вас за предоставленную информацию. Я уверен, что каждому телезрителю это было полезно узнать. Я напоминаю, что с нами сегодня была Светлана Михайловна Григорьева, судебный пристав, исполнитель отделения по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по городу Якутску, ОФССП России по Республике Саха-Якутия, старший лейтенант внутренней службы. Еще раз благодарим. Спасибо. А мы продолжаем. В нашей передаче мы часто говорим о световозвращающих элементах. Их присутствие на одежде повышает в 3 раза видимость пешеходов для водителей, что повышает их шансы вовремя среагировать. И в туманное, в темное время суток они призваны служить для безопасности пешеходов. Уже несколько лет правила дорожного движения в России требуют от водителей появляться на проезжей части за городом в темное время суток или в условиях недостаточной видимости только в жилетах с полосами световозвращающего материала. А вот из пешеходов мало кто знает, что пункт 4.1 ПДД гласит: при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Световозвращающие элементы у нас имеют свойство возвращать свет от фар, которые у нас в принципе в черте города водители пользуются ближним светом фар. Ну а если за городом, то водитель в основном пользуется дальним светом фар, и, соответственно, пешехода с световозвращающими элементами на одежде будет уже заметно за 300, за 400 метров. Ну а в черте города это расстояние, конечно, уменьшается, так как водители пользуются ближним светом фар, и, соответственно, данное расстояние уменьшается до 50, ну и в некоторых случаях до 100 метров. Как на примере, в принципе, уже заметно, как пешеходы стоят уже в яркой одежде, да, которые заметны буквально в 30-40 метрах. Ну и, соответственно, уже человек, который в темной одежде, его, в принципе, незаметно. Это уже он стоял у нас на расстоянии буквально 50 метров. Ну и, в принципе, уже человека со световозвращающим жилетом уже заметно было за 100 метров. Лучший вариант – покупка предметов гардероба, которые уже оснащены светящейся лентой со светоотражающими свойствами. Производитель размещает эти детали в соответствии с требованиями ГИБДД, учитывая особенности пошива одежды. Это позволяет световозвращающим элементам не затеряться в складках предметов гардероба при движении ребенка, а значит, что водитель транспортного средства обязательно заметит его на дороге. Госавтоинспекция, опять же, рекомендует пешим участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, ну и, соответственно, носить световозвращающие элементы на своей верхней одежде. Этим вы убережете свое здоровье и жизнь. Чем ярче, тем безопаснее.
Мы много внимания уделяем правилам безопасного поведения пешеходов, водителей, пассажиров легкового транспорта, но забываем про пассажиров общественного. Кажется, что тут ничего трудного нет. Зашел в автобус, сел и поехал, однако и пассажирам необходимо соблюдать правила. Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как правило, с резким торможением, к которому пассажиры всегда не готовы. Госавтоинспекция напоминает пассажирам маршрутных автобусов: при посадке и высадке с автобуса будьте более внимательными, так как в зимний период времени, опять же, скользко, при посадке можно подскользнуться и, опять же, упасть под автобус. Поэтому для этого нужно, опять же, быть более внимательными. И также, когда вы следуете с одной точки на другую, нужно держаться за поручни. Ну а если есть свободное место, желательно, конечно, сесть в свободное место, ну и опять же уступать место пожилым и женщинам. Малолетних детей необходимо перевозить на коленях взрослых и придерживать рукой. Мы также часто забываем, что категорически запрещается отвлекать водителя от управления, также открывать двери транспортного средства во время его движения. К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также не следует, особенно если нужно перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. Нужно стоять на безопасном расстоянии от остановки маршрутного транспортного средства и, соответственно, после того, как автобус полностью остановился, уже осуществлять посадку в автобус, ну и, соответственно, также выходить с автобуса после того, как вставать в автобусе уже после того, как автобус полностью остановился. В свою очередь, водителям общественного транспорта нужно помнить, что маневрирование, а также экстренное торможение может привести к печальным последствиям в виде получения пассажирами телесных повреждений. Причины для утилизации автомобиля могут быть самые разные. Например, авто не подлежит ремонту, его не получается продать, восстановление нецелесообразно и так далее. Как утилизировать авто правильно, мы узнаем в нашем следующем сюжете. Автомобиль не вечен. Рано или поздно наступает момент, когда ездить на нем уже нельзя или не хочется, а продать не получается. Просто забыть машину где-то под забором вам не дадут. Как минимум налоговая инспекция, которая будет по-прежнему начислять вам транспортный налог. Но есть вполне легальный способ избавиться от автохлама и даже что-то на этом заработать. Речь идет об утилизации. Давайте разберемся, как это сделать. Для утилизации транспортного средства согласно пункта 27 административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств номером 950 от 21 декабря 2019 года требуется свидетельство либо акт об утилизации, подтверждающий факт уничтожения транспортного средства. Гражданин вправе утилизировать транспортное средство, в случае, если транспортное средство не подлежит к восстановлению. Акт об утилизации выдается специализированной организацией. С удовольствием хочу приступить к постоянной и любимой многими рубрике, в которой наши горожане отвечают на вопросы, касающиеся знаний безопасности дорожного движения. Наш экспресс-тест по традиции состоит из 10 вопросов, а свои знания сегодня проверит телеведущий Аскалон Семенов. Аскалон, приветствую тебя. Добрый день. Поделись, пожалуйста, какой же у тебя стаж водительский стаж, ну и в том числе, какая категория водительских прав? Водительский стаж у меня около 2 недель всего лишь прошло. Я вот недавно получил права. И хочется сегодня немножко проверить, потому что теорию я сдавал уже как 1,5 или 2 месяца назад, получается. Ну, я думаю, знания твои актуальны. Ну и сейчас узнаем, насколько это действительно так. Мы начинаем. Так, наш первый вопрос. Движение разрешается. Первый вариант только по траектории А, второй вариант только по траектории Б, третий по любой траектории из указанных. Только по траектории Б, потому что с левой стороны это сплошная полоса. Ответ принят. Следующий вопрос. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком? Первый. Водитель должен немедленно остановиться. Второй. Водитель должен ускорить движение. И третий. Сигнал подается для привлечения внимания участников движения. Третий вариант для привлечения внимания. Разрешено ли вам выполнить разворот на мосту по указанной траектории?
Первый разрешено, второй разрешено только при видимости дороги не менее 100 метров, и третий вариант запрещено. Остановка, стоянка, разворот и опережение. Как там называлось? Ну, в общем, я думаю, запрещено. Ну, не я думаю, я уверен. Ваш ответ вариант номер 3. Да. Разрешено ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Первый вариант разрешено, второй разрешено, если обгон будет завершен до перекрестка, и третий запрещено. Это интересный вопрос. Ну, если до перекрестка, то, я думаю, разрешено, потому что там прерывистая линия. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия. Первый вариант. Поверните направо, не уступая дорогу пешеходам. Второй. Поверните направо, уступив дорогу пешеходам. И третий. Остановитесь перед перекрестком и дождетесь другого сигнала регулировщика. Ну, этот знак регулировщика подразумевает движение прямо или направо. То бишь, значит, Ваш второй вариант номер вариант. 2. Да. При движении в каком направлении вы должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом? Первый вариант только налево, второй налево и в обратном направлении, третий в любом. В любом. Третий вариант. Разрешается ли учебная езда на автомагистрали? Первый вариант запрещается, второй разрешается только по крайней правой полосе, и третий разрешается. Ну, автомагистраль сама по себе очень опасный участок, но я думаю, что разрешается. Ваш ответ вариант номер 3. Этот знак, первый вариант, показывает направление движения на перекрестке, второй указывает, что на пересекаемой дороге движение осуществляется по двум полосам, и третий запрещает разворот на перекрестке. Первое направление движения. Следующий вопрос. Какой из знаков указывает протяженность зоны для разворота? Первый вариант только А, второй только Б, третий А и Б. Б. Второе. Второй вариант. Данная разметка обозначает: первый вариант — участок дороги, где запрещено движение у тротуара, второй — места, где запрещена любая остановка, и третий вариант — места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси. Третий вариант – это остановка или для остановки, место Ваш для остановки ответ транспортных Аскалон средств. вариант Маршрут. номер 3. Да. Ну что ж, правильность ответов Аскалона оценит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Аскалон, здравствуйте. Здравствуйте. Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов, и первый вопрос был. Движение разрешается действительно только со стороны прерывистой линии разметки, то есть это ответ Б, вы правильно ответили. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком? Вы выбрали третий вариант. Сигнал подается для привлечения внимания участников дорожного движения. Вы абсолютно правы. Разрешается ли вам выполнить разворот на мосту по указанной траектории? Вы верно рассуждаете, мост – это опасный участок дороги, и действительно на мосту очень много что запрещают, в том числе разворот. Это был правильный ответ. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? У нас впереди перекресток равнозначных дорог, но до перекрестка действительно можно обогнать. Вы выбрали правильный ответ, номер 2. Вы намерены повернуть направо ваши действия. Вы правильно сказали, что данный сигнал регулировщика разрешает вам движение прямо и направо, а можно повернуть направо, уступая дорогу пешеходам. Правильный ответ. При движении в каком направлении вы должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом? Конечно, если у него включены проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, то в любом направлении вы должны уступить. Разрешается ли учебная езда на автомагистрали? На автомагистрали учебная езда разрешается. Это был правильный ответ. Этот знак показывает направление движения на перекрестке. Вы также дали правильный ответ. Какой знак из знаков указывает протяженность зоны для разворота? Вы выбрали знак Б, и это абсолютно правильно. Данная разметка обозначает, здесь вы также не ошиблись, она обозначает места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси. Вы ответили правильно.
Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов. Как я слышала, ваш стаж составляет 2 недели. Память у вас еще свежая. На будущее я вам рекомендую, так же, как и сейчас, все равно проверять свои знания и периодически повторять правила дорожного движения. Это я советую вам и всем другим участникам дорожного движения. Спасибо большое. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие автолюбители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!